22 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,27 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,45 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,27 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,45-28 до 10,40 сомони, 1 российский рубль от 0,1728 до 0,1760 сомони. Золото в пятницу утром торгуется выше отметки в $1710 за тройскую унцию на фоне удешевления доллара днем ранее. Рынки ожидают увеличения ставки Федрезервом на следующей неделе. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%. Поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее. Нефть марки Brent находится на уровне $104,9 за баррель, нефть марки ВТИ на уровне $97,26 за баррель. Государственный сберегательный банк Таджикистана Монатбанк выделил 100 миллионов сомони для ипотечного кредитования. Об этом сообщил глава этого банка Сирадиддин Икроми 22 июля на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что это первоначальная сумма, и в дальнейшем при необходимости на эти цели будут выделены дополнительные суммы. По словам Икроми, ипотечный кредит в долларах предоставляется по ставке 10% годовых, а в сомони 22% годовых сроком на 10 лет. При этом он подчеркнул, что те, кто хочет взять ипотечный кредит в Монатбанке, должны внести собственные средства в размере 30% от стоимости жилья. Клиенты банка могут заселиться в жилье, которое послужит в качестве залога сразу же после полного оформления кредита, добавил Икроми. Он также сказал, что жилье на клиента банка будет зарегистрировано только после полной оплаты кредита, до этого оно будет собственностью Монатбанка. Ипотеку можно будет получить не только в Душанбе, но и в других городах страны. А раньше ипотеку можно было оформлять только в 3 кредитных организациях страны. Это Спитаминбанке, Первом микрофинансовом банке и МДО Хума. Между тем, брать ипотечный кредит в указанных организациях решается не каждый из-за высоких процентных ставок. Средний размер пенсии в Таджикистане увеличился за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 сомони 17 дирхамов и составил 320,09 сомони. Об этом сегодня на пресс-конференции в Душанбе сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Дильмурод Давлатзода. По его словам, численность пенсионеров увеличилась на 2,2% и составила на 1 июля этого года 761 312 человек. Ежемесячно государство тратит по 253,3 миллиона сомони на выплату пенсий. Это на 2,4% или на 5,9 миллионов сомони больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Дильмурод Давлатзода отметил, что фермерские хозяйства работают во вред бюджета соцстрахования и пенсии. Они перечисляют ежемесячно по 10 сомони на работника, а в итоге реальная пенсия составляет 16 сомони. Но мы не имеем права назначать им ниже 207 сомони. В итоге каждый пенсионер из дехканских фермерских хозяйств приносит ущерб бюджету в размере 191 сомони ежемесячно, пояснил он. На сегодня, по данным агентства, размер средней пенсии по республике составляет в Душанбе 429,15 сомони, в Гбао 406,93 сомони, в Хатлоне 313,19 сомони, в Согде 303,21 сомони и в городах республиканского подчинения 299,57 сомони. Директор общества «Таджик Матлубот» Хусайн Индиев спрогнозировал снижение цен на репчатый лук предстоящей зимой. На встрече с журналистами в пятницу в Душанбе Хусайн Индиев подчеркнул, что цена на репчатый лук, килограмм которого сегодня на рынках стоит порядка 6 сомоней, снизится зимой. По его словам, данный прогноз сделан по результатам исследования рынка, потребности населения в данной сельхозпродукции и его производства. Причиной подорожания лука Хусайн Индиев назвал увеличение объемов экспорта данной сельхозкультуры.
Тем временем население Таджикистана практически шокировано стремительным ростом цен на лук, стоимость килограмма которого поднялась до 8 сомони. Обычно в это время репчатый лук на рынках стоил не более 2–2,5 сомони за килограмм. В прошлом году посетители рынков были потрясены скачком цен на морковь, цена на которую достигла 10–12 сомони за килограмм, но потом постепенно снизилась.